Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 10 ноября, день рождения моей мамочки. Ей исполнилось ровно 100 лет. Но, к великому сожалению, ее нет. Ее не стало 6 лет тому назад. Мама моя родилась в деревне Талык, вышла замуж за отца после войны. Отец у меня воевал. С 17 лет пошел добровольцем, приехал живым-здоровым и женился на маму. Хотя после войны очень мало было мужчин, но отец выбирал именно мою маму. За чистоту, за красоту, за доброту он полюбил мою маму. И они поженились, родили 5 детей, вырастили. За это я очень благодарна. Да, судьба у моей мамы была тяжелая. Во время войны она работала за фермой. Вы знаете, какие были трудности, и холод, и голод. Без выходных работать, а по ночам вязали они шарфы, носки, варежки и отправляли на войну. И мама рассказывала, что варежки мы вязали, говорит, оставляли 2 пальца, как в перчатках обвязывали. Здесь варежки, а здесь, чтобы стрелять можно было, пальцы вязали. Носки вязали. Всего много вязали. И работали они не за деньги, а за ложку муки. Многие голодали, многие умирали. Было очень тяжелое время. Мама не только за фермой работала. Основная работа была у нее за фермой. Остальное время она также со всеми вместе работала и на поле, где работали серпом и так далее. А когда замуж вышла за папу, папа работал в колхозе, он работал плотником, делал для колхоза сани большие для лошадей. Там, где ремонт нужен, двери, окна, все вот это делал папа сам. А мама работала в магазине. Работала она, можно сказать, почти без выходных. И работала она там всю жизнь. Выполняла задания, обслуживала всех хорошо, аккуратно. И ушла оттуда на пенсию. Как только на пенсию вышла мама, папа не разрешил ей работать. Она сидела дома. Младше был на 5 лет мамы. Мама у меня с 1920 года, а папа с 25 года. Жили они очень хорошо, дружно, всем помогали. С соседями и родственниками ладили. Так мне не хватает моих родителей. Я очень скучаю. Папа, конечно, у нас умер рано. Я помню, что у него все тело болело, осколки. Умер он в 52 года, даже до пенсии не дожил. А мама у нас осталась одна. Когда с папой еще жили, сделали нашей старшей сестре Соне свадьбу. Маме пришлось после папы нас всех 4 замуж выдать и женить. Ей было тяжело. У нее было хозяйство. Корову держала она. Быка, теленка, овцы, козы, гуси, утки, индюки, куры. Все у нее было. И большой огород. Мы приезжали, помогали ей сено косить.
избу мыть, огороде работать, стирать и так далее. Да, ей тяжело, конечно, было, но, несмотря на это, она духом не падала. Я, наверное, в этом в маму пошла. Тоже духом не падаю, стараюсь жить, работать, детей на ноги поставить. По маме очень скучаю, и мне так ее не хватает. Охота с ней поделиться, когда плохо. Когда радостно, тоже охота поделиться. Она мне давала всегда советы хорошие. Помогала воспитывать детей. Когда я работала, на больничный я не уходила. Когда дети болели, сидела моя мама. Я отвозила в деревню с лекарствами. Мама очень хорошо ухаживала, лечила народными средствами. Вот с этим она мне помогала. Когда еще корову не держали, мама помогала нам мясом. Помогала не только мне, помогала всем, кроме моей младшей сестры. Младшая сестра у меня живет в Узбекистане. Мама последние 9 лет жила у меня, научила меня ко всему, научила, как быть сильной, научила к стойкости. Со всеми делились каждый день после работы за столом, разговаривали, когда фильмы смотрели, разговаривали. И в комнате у нее сидели, разговаривали, все вспоминали, как жили, папу вспоминали, сына моего вспоминали. Жили хорошо. Когда я уходила на работу, мама следила за домом. Когда я с работы приходила, мама меня всегда встречала. И мне так не хватает вот это время, когда встречала меня мама, открыв дверь, с улыбкой красивой. Как только меня мама увидит, из окна всегда ставила чайник. Первым делом мы пили чай с мамой. Она спрашивала у меня, как у меня дела, как торговля. В то время я работала на рынке. Она очень сочувствовала, что стоять на рынке на холоде с палаткой очень тяжело. И рассказывала про себя всегда, что она тоже когда-то, как только построили магазин, работала в таком же холоде, и у нее были полиартриты, все у нее болело, и она мне все рассказывала, показывала: береги себя, дочь, одевайся хорошо. Вот так мне все время говорила. А сейчас она мне во сне снится. И снится она мне всегда так, как будто она у меня постоянно белье складывает. Я каждый раз один и тот же сон вижу. Да, немножко расклеилась. Да, хочется с мамой хоть один день, хоть один раз, хоть на 10 минут посидеть за чашкой чая, поговорить, обнять ее. Она очень за меня переживала. Переживала, когда у меня сын умер, что я ребенка потеряла. Переживала, что на моих плечах 2 внука. Переживала за мое здоровье. Наверное, из всех детей она переживала только за меня, по ее разговору. Да, она всех помнит, всех вспоминала, всех любила. Но последние годы я, наверное, ближе стала ей, потому что я с ней жила 9 лет.
9 лет пролетели как 9 дней. Когда не могу заснуть, вспоминаю маму и вспоминаю все, как она ко мне приехала, как болела, как я лечила, как легла в постель, как я за ней ухаживала, как мы выкарабкались из одной болезни, выздоровели, потом еще болезнь. Положила ее в постель. Я ни о чем не жалею. Мне с мамой трудно не было, хотя она была лежащей в последнее время. Ухаживала за ней, поддержала в чистоте, лечила, кормила ее, старалась разными вкусняшками. Она очень любила мой хлеб, который я сейчас пеку, выпечки моей. Любила мед кушать, любила топленое масло, любила очень домашнюю лапшу. Я старалась тоже готовить, кормить ее повкуснее, как она кормила нас в детстве. Она очень была трудолюбивая. Я даже не видела никогда, когда она ложилась спать, когда она просыпалась. Утром в 7 часов мы встаем в школу, ходили в другую деревню, километр где-то, наверное, может, 1,5. У нас на столе уже выпечка какая-то, и на печке хлеб пеклась. Каждый день она топила печку, пекла что-то. Она и ночью не спала, видимо. Вот как можно быть такой трудолюбивой, я не понимаю. У нее никогда около дома, хотя в деревне жила, не видно было грязной обуви, не видно было грязное белье. В огороде постоянно чистота, порядок. И на работе то же самое. Еще вязала, коров доила. Я, наверное, не смогу быть такой трудолюбивой, как моя мама. Раньше ведь и одежды не было, и есть не было, а все-таки выжили. Она радовалась, когда есть дома хлеб. Она нам никогда не давала даже крошку уронить на пол. Она нечаянно, если уронила крошку хлеба, с пола поднимала и ела. Я маме говорю: мама, зачем так делаешь? Это мы скотине положено. Зачем ты крошки с пола поднимаешь, кушаешь? Она говорит: доченька, говорит, вы, говорит, голод не видели. И у нее на глазах появлялись слезы. Одежды не было. Она не любила, когда мы много одежды берем. И это, говорит, грех. Много одежды брать. Все вы не одеваете, в шифонере валяется. Вы цену не знаете, говорила. Да, действительно, они голодали, одежды не было, в лаптях ходили. Наверное, поэтому она научилась ценить и пищу, хлеб и одежды. Сегодня я ездила за цветами, купила розы, заехала к Юлечке и договорились с ней поехать к маме после обеда на кладбище. Все-таки день рождения. Маме моей было бы сегодня 100 лет. Как было бы хорошо, мы бы справляли. Позвонила сестре. В отчим доме живет. Сестра тоже нас ждет. Тоже скучает. Общаемся мы по телефону. Я ездила часто туда, навещаю ее, продукты отвожу. Она очень добрая, как моя мама. Вот моя мамочка. Сегодня мне и грустно,
Грустно, потому что мамы нет рядом. Справлялись 100 лет ей. Был бы большой праздник, гостей бы собрали. Радовалась бы она здесь. Столько внучек, внуков, правнуков, правнучек, праправнучек. Очень много нас. Купила я их такие розы живых. Я не хочу искусственные цветы ей поставить. Она у меня одна. Почему бы живые цветы не поставить? Она тоже любила цветы. У нее очень много герани были. Даже зимой герани цвели. А у меня они зимой не цветут. Жиғансың сен миңа бір күлін доланың бергенсің қанатлары талпыныр шоғымды болалық рахметің көзімде шоғылау қадірлеп өстірген мені сенің жемешің қойынның гүлі бақша назылы желе сұлышың енді бой жетсем де мені сеңа собаймын балалық рахметін көзіңнен танимын енді бой жетсем де мен сеңа собаймын балалық рахметін көзіңнен танимын. Ладно, моя мамочка, обнять тебя не смогу, разве что памятник твой холодный. Пожелать тебе здоровья не смогу, потому что тебя здесь нету. Желаю тебе, чтоб ты спала сладким сном. Земля пусть будет тебе пухом. Спи спокойно, моя мамочка, любимая, моя единственная. Мы тебя все любим, скорбим, помним. Я знаю, ты оберегаешь меня, что ты рядом со мной. Спасибо, мамочка моя, что ты была со мной рядом всегда. Мои трудные минуты поддержал меня. Когда сына не стало, ты была моей опорой. Спасибо тебе за это, за все, моя любимая, моя дорогая мамочка. Спасибо тебе за все хорошее. Спи спокойно, моя любимая. Мы с Юлечкой поехали в деревню на кладбище к родителям. Вот какая дорога у нас широкая. Сегодня у меня водитель, личный водитель. Всем привет. Юля уже 11-й год на машине ездит. И в город меня возит, и Уфу тоже возит. Умничка. Уже профессионал.
тузим растет. Позвонила сестре, сестра нас ждет. Все троем пойдем на кладбище навестить родителей. На день рождения к маме. Это деревня Амирова. Деревня большая. Мы из деревни, из Талыка, ходили пешком в школу. Сюда. Остановка тоже у них есть. Вот дом наш. Везде снег уже. А где Тузик наш? Тузик! Тузик нет, Тузик ушел куда-то. Вон Тузик где, вон Тузик где. Тузя, Тузя! Иди сюда, Тузя! 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 Ой ты! Красавец! Привет, папа! Халярничек! Он сестра уже без очков. Только плохо. Молодец. Плохо, но сейчас же видишь все равно. Лучше стало. Да, сейчас поедем сразу на кладбище. Тузя! 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 Эй, Матуркай! Даже не лает, узнает. Да. Своих узнает, не кусает. Мы галоши одели, папа. Галош тоже одевай. Там. Да. О, у меня сестра деловая, в черных очках. Она после операции. Катаракт у нее удалили. Сейчас черные очки надо ей одевать. Забрали сестру с собой и поехали на кладбище. Вот такая деревня. Сейчас заброшено все. Дома пустуют. Вот здесь тоже пустуют. Отсюда тоже можно ее видеть. Вот здесь дом был, снесли. В этом доме никто давно не живет. И здесь не живут, и живут только летом. Вон там, где деревья, наше кладбище. Вот дом, где я жила, где я росла. Сейчас живет сестра. Вот такой герань мама растила все время. Цветы сестры. Хризантема у нее растет. Люблю запах хризантемы. Здесь кухня. Кошка у нее.
убегает. Печка, говорю. Вот так живет здесь сестра моя. Морозильник у нее. Надо кошку выпустить на улицу. Просится. Умничка, иди. Иди. Ну вот и все. Сходили на кладбище, навестили родителей, положили цветы и приехали обратно к сестре. Сестра стол накрывает, сейчас чай попьем вместе и поедем дальше домой. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока, до следующих встреч.